ребят, 29 градусов на улице. А когда заводил машину, было вообще минус 30 с лишним. Еду в город, направляюсь в город в очередной раз. Еду потихоньку по селу, прогреваю машину. В гараже, в принципе, вот, скажем, на улице было 30 градусов возле моего дома, возле нашего дома. А в гараже минус 23. Вот такая разница. Сельпо, магазин, больница. Вот здесь нас и лечат наши доктора. Один доктор, медсестра и фельдшер еще. Больше в больнице никого и нету. Ну, аптека еще есть. Частенько бывает, что лекарств мало. Хочешь купить одно, а там вообще ничего нету. Такие дела. Дым из трубы прямо сегодня тоже идет. Ветра почти нету, безветренно, и солнце, очень классная погода вообще. МЧС, пожарные, 2 машины тут стоят. Очень нужные. МЧС всегда нужен, пожарный. Беларусь, как без них в селе. Навоз, наверное, куда-то или за дровами, может, бежит. А тут уже окраина села. Тут уже недалеко. И нам ехать 160 километров до Сыктывкара. Немножко поболтаем. Ребят, подъезжаю я в Богородску. У нас еще тут ледник, как вы видите. Здесь грунтовка, но снега тут у нас, и вообще дорога под льдом еще, под снегом все, ничего не видно. Начинал что-то снимать, рассказывать, но, как слышите, все гремит, невозможно что-либо говорить. Я сейчас доеду до Сторожевска и там продолжим. Просто хотел показать, что у нас какая дорога, какая погода. Вон, смотрите, на улице почти 30 градусов и все по льду. А тут село Богородск. В прошлом году я тут тоже снимал в лесу, на этих полях, как он бежал, хромал. Хромая леса, наверное, название. Так вот. В общем, включимся в Сторожевске. От Сторожевска там асфальт виден. И звук, наверное, лучше будет. Ледник, ребята, тут заканчивается. Подъезжаем к Сторожевску. И очень большая разница. 60 километров. И разница огромная. Погода вообще другая тут. Будем поворачивать. Направо. И тут, смотрите, уже все меняется резко. Резко все поменялось. Тут асфальт. Немножко льда, лед еще тут, а там наверху уже вообще отличная погода. Отличная погода, отличная дорога. Ну вот, как видим, здесь новый асфальт у нас с прошлого года. Кому интересно, можете посмотреть в моих видео.
дорога до Сыктывкара. Какая была дорога, и в прошлом году отремонтировали. И вот сейчас встали на этот новый асфальт, и до Сыктывкара, можно сказать, сплошь такая хорошая дорога. Очень даже хорошая. И вот 60 километров отсюда до нашего села, 60 километров. И смотрите, все как меняется. Дорога, асфальт виден. Здесь уже, скажем, у нас еще снег там весной лежит, а тут уже листья распускаются на деревьях. Холоднее у нас, намного холоднее. По трассе тоже очень много лесовозов тут ездят. Лесовозы лес возят круглые сутки. Сучкулома. В основном лес вывозят Сучкулома. В нашей стороне как-то перестали лес рубить. Ну, видимо, лес закончилось там. Может, лесхоз не выдает, я не знаю. Я как говорил, 60 километров и намного холоднее. И от села на охоте еще я ходил как в одно время еще севернее на 30 километров, ну больше, ну где-то 35 километров, уже Ухтинская граница там, Ухтинский лесхоз. И квартальный столб, скажем, у нас, если на своей избушке там квартальный столб виден где-то 20 на 20 сантиметров еще под снегом. Столб стоит в снегу, а 20 сантиметров еще виден. И, скажем, если повыше подняться на 30 километров, там уже снег на 40 сантиметров глубже, выше. Вот мы поднялись и не могли найти квартальные столбы. Окапывались там, примерно вот знали, вот здесь должен быть столб. Приходили, находили просеку, окапывались, и там столб где-то на сантиметров 20 под снегом. Хотя метр 20, наверное, сам столб лесхоз ставит высотой. Намного глубже, еще больше снега там севернее от нас. И вчера вот тоже, когда вот ездил, уже у меня второй день подряд я еду в Сыктывкар, езжу. Вчера также ездил, без видеокамеры, без ничего. И на грунтовке вот от села, на грунтовке, там глухари. Не глухари, а глухарька сидела. Буквально там от машины 2 метра, не дальше. Можно было заснять, там показать вам. Многие еще, может, и не видели, что такое глухарька, кополуха. Я не знаю, почему они вот выходят на дорогу. Жалко, конечно, когда их стреляют весной. Очень многие тоже не соблюдают правила охоты. Но я лично весной боровую дичь не трогаю. Сегодня глухарьку эту я не видел, но рябчик один пролетел, ну, перелетела дорогу. Боровая дичь в этом году у нас была и есть. Очень много тетерок, косачей было. Даже интересно было ходить в лес. Я мало ходил, но охотники, кто не ходил, все рассказывали. Некоторые добывали боровую дичь, ну, косачей. У меня так получилось, что вот дома в основное время я был. А хотя после армии я, скажем, больше половину года, наверное, в лесу. Ну, я одно время отмечал там сколько дней, там бывает на неделю уходил, на полмесяца, на месяц, по-разному. И отмечал там, в общей сложности у меня получалось где-то полгода. Сейчас, ребят, надо
обогнать лесовоз. Что-то я догнал лесовоз. Такая ситуация. Дорогу не уступает, не мигает. Там спуск такой. Обычно я жду, когда вот... Ну все, приехали. Так вот. Они лесовоз. Первый лесовоз, который я обогнал. И я так не спеша еду. Не люблю гнать. А сейчас, в принципе, гололеда нету. Асфальт пустой тут. Вообще классно ходить, ездить. И самое максимальное я в лесу там 31 дней, наверное, пробыл на промысле, охоте. Сейчас пока не получается. И вчера вот тоже был в больнице. Ну вот так получилось, что надо в больницу. И пришлось платным. Вот диагностический центр проехал на платный прием. Платный прием там к врачу там 990 рублей получается. И после приема еще врач назначила там обследование туда-сюда. С дорогой у меня ушло 4500 рублей. 4,5. И также сегодня повторный прием, также 990 рублей. И не знаю, что получится, что еще назначит врач. И думаю, еще назначит какое-то лечение, как без этого. Ради этого и езжу, чтобы немножко подлечиться. Нет такого человека, который не болеет. И вообще не надо затягивать с болезнями. Надо вовремя обращаться к врачу. Я решил тоже вот как бы медосмотр пройти там, подлечиться. Пока погоды нету, там на рыбалку в мороз тоже неохота идти. А у нас в селе как? В селе также есть больница. Есть терапевт. Есть терапевт, который хороший врач, хороший специалист. Есть медсестра, есть фельдшер. И очень плохо, что нету лаборатории, где можно сдать анализы. Очень нужно, ну как сказать, вот надо человеку, вот обратишься ты к терапевту, и он обязательно в первую очередь отправляет на, чтобы сдал человек кровь, мочу, анализы. И приходится ездить также в этот сторожев 60 километров. Опять же время, деньги. Если, скажем, у человека есть своя машина, быстрее получится. А если в населенном пункте в больнице была лаборатория, не надо никуда ездить. Сейчас вот тоже мобильная лаборатория раз в неделю, наверное, в понедельник приезжает. И то, наверное, не всегда. Берет анализы, увозят, там проверяют. Опять же, надо ждать, когда привезут ответы. Все усложняется. Каждым днем все в деревнях труднее с больницей. Вообще. И, скажем, если в будущем у нас, вот в населенном пункте, наверное, где-то 2000 человек, грубо говоря, я не знаю, сколько человек там, примерно вот 2000 человек. И если терапевт уволится или на пенсию выйдет, уволят, у нас в населенном пункте, наверное, терапевта может и не будет.
Потому что что-то Путин говорил, что если в населении где-то 1500 человек, примерно так, тоже говорил, будет мобильный фельдшерский пункт, мобильный фельдшерский пункт. Будут приезжать врачи там проверят там туда-сюда, но это разве это не выход, я считаю. Приедут, скажем, раз в неделю, а человек, вот я, скажем, у меня все нормально, я не пойду. А на следующий день с утра ты проснешься, у тебя там болит, здесь болит, и опять надо ехать куда-то в город. Куда-то ехать в город, опять оплачивать все это дело, дорогу, врачи, там все платное, все переводится в деньги. Деньги немалые. Повторяюсь, у меня ушло 4500. Сегодня даже не представляю, сколько уйдет. И посмотришь, там уже 10 000. А сколько получает народ? У нас в селе почти заработки там минимальные, я не знаю, там сколько люди получают, не спрашивают. В лесу работы нету, предприятия все закрылись. Госпромхоз, но на эту тему я вообще не хочу говорить. Там все идет не по справедливости. Работу дают, но получка мизерная. Не хочу затрагивать эту тему, честно говоря. Еще предприятия там лесная есть. Но тоже временно, вот зимний период еще будут работать, а сейчас зима закончится, дороги не будет, все, тоже работы не будет у людей. Строят церковь, храм. Но там тоже вот заработок тоже идет небольшой. Тоже не знаю, сколько платят, но еще работы дают некоторые. В основном в селе пенсионеры. И кто как может, так и крутится, в общем, ребята. Так и живем. Сейчас минус 17 градусов, чуть-чуть потеплело, и солнце куда-то за облака уходит. Но может погода тоже будет меняться, не знаю. Поглядим. В общем, едем в город, в больницу. Дорога сказка, просто сказка. Новый асфальт, вообще все нравится. Идеально ездить. Ладно, сейчас буду обгонять автобус. Выключаюсь пока. Вчера хороший комментарий был в Ютубе. Я не знаю, на каком видео, что-то там на осенней охоте, но у меня оставили видео, оставили комментарии. Олег говорит, много ли у тебя, и спрашивает вообще, Олег, у вас много браконьеров? Ну, что я могу ответить на этот вопрос? Я не знаю, не считал вообще, ребят. И этот комментарий я, наверное, удалил. Но как-то неприятный комментарий. Откуда я могу знать, сколько браконьеров у нас? Браконьеры, ребята, были и будут. Как без этого? Я, в принципе, к браконьерам отношусь как-то ровно. Мне без разницы. Это самый, власть, можно считать, делает охотников браконьерами. Сейчас вот
подходит охота, весенняя охота. И открывают у нас охоту где-то в конце апреля, наверное, с 30 апреля, может. 30 апреля. И я даже не представляю, с 30 по 9 или по 10, и я даже не представляю, какая погода еще у нас. Блин, что-то лесовоз. Вон даже надо приехать. Так, обгоняем. И вот какой лес возят у нас. Сундук такой. Вот так вот. И охоту открывают в конце апреля. Охоту открывают в конце апреля, и у нас еще речка не откроется. У нас еще будет снег по колено. У нас еще будут морозы. Все это будет. Охота открывается. Будем ждать уток. Как и в прошлом году охоту открыли. 2 раза ходил, ребята, я на охоту. 2 раза. На 3-й раз я уже убрал чучела, все это дело. Охоту я закрыл для себя. Охота закроется, я на охоту не хожу. А многие охотники, обычные охотники, люди, всю зиму ждут вот этот дни, весенние охоту. Охота закроется, и они продолжают охотиться на уток. Я их судить не буду. Я их понимаю, и пусть охотятся. Главное, чтобы не попадались. Инспекции ходят, там будут ловить, тоже охотиться на охотников. Ну, это их дело там. Охотиться дальше после закрытия или нет. Мне это как-то... Я отношусь, как говорил, ровно. Просто вовремя надо открывать. У нас в Короткоровском районе, где я живу, вот как и показывал, там по дороге сейчас едешь, там ледник, и также речки не открываются. И, скажем, буквально 100 километров разница, вот 100 километров, и уток нету. Уток нету, вот и все. В прошлом году вот охота закрылась, началось перелеты. Перелет у нас в селе вот где-то вот начинается с 8-го. И это всю жизнь так было, с 8 мая. В Короткоровском районе с 8 мая начинается нормальный перелет. 8, 9, 10. Вот, я считаю, надо открывать охоту в Короткоровском районе с 5 мая по 15. И самый раз. Будет охота у людей, и никто в обиде не останется. Ни охотник, никто. А если, скажем, до 15 вы открыли, вот это, кто открывает охоту, вы открыли до 15, а утка уже пролетела, вот скажем, ну, ранняя весна бывает там раз в 10 лет, может. Утка пролетела в числах 7 мая. Утка пролетела, а в числах 12 уже уток нету, вообще нету. Было такое даже в моей практике. И охота открыта, легально все открыто, уток нету. И охотника у нас в селе никто этим не занималась. Ну, надоело. Ходить тоже без толку на охоту. Если уток нету, зачем я буду ходить или еще кто-то будет ходить на охоту? И уток нету, значит и погода теплая уже. Погода теплая уже, все занимаются своим бытом, картошку сажать, там огород и еще туда-сюда. Блин, сколько лесовозов. Я не знаю, это просто болтовня у меня получилась, или я не знаю, я свое мнение как-то сказал. Просто охоту в Короткоровском районе надо открывать где-то в числах 5 мая, не раньше. 5 по 15. Не знаю, кто-то услышит мои слова или нет. Я маленький человек в этом деле.
Просто несправедливо как-то открывает охоту, не подумав, я не знаю, там в Москве это решают или где. Хоть бы приехали, посмотрели, что с природой в коме, там, когда весна приходит, это же можно решить последние дни, вот скажем, к весне, уже к маю решать эти вопросы, а не в середине зимы там. Вот в Новый год там начинают решать, когда и где открывать охоту. Приезжайте и решайте вот в начале мая эти вопросы там. Долго ли, скажем, в конце апреля посмотрели погоду, на небо посмотрели, утки, гуси летят или нет, и все, открываю охоту. Пусть охотник охотится нормально. Его тоже надо понимать. И не будет никакого браконьерства. За все пишут нарушения. Меняют законы 2 раза в день. Вроде и не стараешься там нарушать, и по правилам стараешься ходить на охоту, но нет, услышишь, там завтра друзья скажут, опять в законе то нельзя, то нельзя. Блин, все время надо держать ружье в чехле, какой-то дурдом. В шалаше сидишь, переходишь к другому шалашу, надо почти зачехлить или патрон, чтобы патронника не было. Какая-то охота. Вот так. Так что, ребята, кто написал мне это комментарии, как с браконьерами, были и будут, куда от этого деться. И надо вовремя открывать охоту. А осенью что творится? Вот считай, весной рано открывают охоту, зимой, можно сказать. Уток нету, гусей нету, охота открыта, зима. А осенью что творится? На боровую дичь, на уток в августе открывают. Полный дурдом, полный дурдом. Утки еще не летают, охота открыта. На боровую дичь. Боровая дичь вообще без перьев еще. Охота открыта. В общем, ребята, что думал, то и сказал. Главное, чтобы открывали все вовремя, все охоты. Весной чуть позже, когда уже начинаются перелеты. А осенью, наоборот, чуть позже, когда уже боровая дичь становится крепче, а не с августа, а надо в сентябре охоту открывать. Я думаю, вот, и думаю, это будет правильно. И никакого браконьерства не будет. А охотник, инстинкт охотника, есть инстинкт охотника. Он хочет что-то добыть, принести в семью. Хочется что-нибудь новое, свежее, уток, боровую дичь или еще. Подъехали в Карткорос. Время пролетело, пока болтали тут. А нам надо ехать в город, а на обратном пути, наверное, в райцентр заедем. Сейчас там медленно едет. Ага, поворачивает. Вот так. Это в райцентр заезжаем. Тут новый магазин какой-то открылся тоже. Туда зайти как-нибудь, смотреть. Все, едем дальше.